Аккаунты независимых журналистов в очередной раз подверглись массовой атаке со стороны. Но свобода слова у нас есть. В этом уверен спикер ЖК Нурланбек Шакиев. Сегодня он поздравлял других журналистов, тех, которые априори не подвергаются взломам, с предстоящим профессиональным праздником и надавал им всякой информации. И да, от идеи смены гимна он тоже отказываться не собирается. Благо в выпуске не только о нем, но и о кое-чем другом. Здравствуйте, господа, как ваши дела? Это не новости апреля, и я, Алиса Цурикова. Европейский Союз перечислил Кыргызстану 7 миллионов евро на поддержание штанов. Вы так подумали? Нет, на систему образования. Вот эту замечательную, которую пока не до конца развалить удалось. То есть развить, конечно же, развить и улучшить. Само собой, это второй транш в рамках 27-миллионного гранта, выделенного ЕС для развития образования в нашей стране с 2023 по 2026 годы, сообщает пресс-служба Минобраза. По данным ведомства, поддержка ЕС направлена на улучшение качества именно школьного образования и обеспечение его доступности для всех детей. Совместные усилия Евросоюза и Кабинета министров нацелены на приведение в соответствие навыков и квалификаций, предлагаемых системой образования, с потребностями рынка труда и жизни в современном демократическом обществе. Понятно. Ничего против не имею, но не с этой ли подачи у нас 12-летка вводится? Да не, мы ж это самое самостоятельные, сами можем все вот это вот. В Минобрнауке подчеркнули, что ЕС является одним из ключевых партнеров в проводимых реформах в секторе образования в нашей стране. Здорово. А пока в ведомстве говорят про образование, тут про многодетных матерей повестка не завершилась. Вот это от ГКНБ. Рожайте побольше, от 4 до 10 детей, и тогда вы молодец. А если нет, то что уж. Турмуш выпустил материал про многодетную мать. Майор милиции воспитывает 8 детей в Баткене, 2 из них близнецы. Так вот, историю рассказывает. Недавно 2 ученика 1 и 2 классов украли из магазина учебные принадлежности. Когда же их спросили о причине такого поступка, ответили, что у других детей есть такие, а у них нет, но они тоже хотят учиться. Эти слова настолько сильно запали мне в душу, настолько болело сердце от всей этой ситуации. Это были ребята, которые стремились учиться. Мы пригласили учителей, чтобы опросить. Они охарактеризовали их как способных учеников, как одних из лучших. Ранее сталкивалась с историями, когда дети крали продукты, еду или деньги, но такое в моей практике произошло впервые. В итоге мы приобрели детям все необходимое. Как выяснилось, отец мальчика работает тачкистом на рынке, а мама после инсульта прикована к постели. Женщина добавила, что таких детей 4-5. Они состоят на учете из-за аналогичных историй, но милиционеры помогают им. Привозят продукты питания, уголь, одежду. А потом всех призывают: рожайте, рожайте, да побольше. Здорово, да? Позитива надо? Турция списала внешний долг Кыргызстана в размере 58 миллионов 900 тысяч долларов. Об этом сегодня в ходе встречи с Реджепом Таyyипом Эрдоганом рассказал Садыр Джапаров. По его словам, Турецкая республика списала внешний долг Кыргызстана в обмен на проекты зеленой экономики. И взаимно подарочками обменялись. Наш президент наградил турецкого орденом Манаса, если не ошибаюсь, 1-й степени, а тот в обмен подарил нашему машину. Экологичненько. Кыргыз республикасынын эң жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын бири, 1-чи даражадагы Манас орденин бүткүл кыргыз элинин атынан сизге тапшырып коюга уруксат этиңиз. Кыргыз Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Nurgojоевич Джапаров. Отмечу, что сейчас Реджеп Таyyип Эрдоган в нашей стране с государственным визитом, который продлится сегодня и завтра, а завтра, 6 ноября, в Бишкеке намечено проведение 11-го саммита Организации тюркских государств ОТГ. Поэтому все дороги перекрыты, людям не протолкнуться, но всех просят понять и простить. Еще позитива, как сказать, просто уже с истерикой все это воспринимается безо всякого положительного аспекта. Историю с гимном продолжают потыкивать палочкой. Инициатор, главный усач страны, продолжает передергивать. Спикер Шакиев заявил, что на новый текст гимна проведут открытый конкурс.
В смысле, нас же обещали спросить, хотим мы новый гимн или нет, а теперь что? Выходит, что не спросят? Да ладно! Да, вот именно так. Важное известие спикер парламента озвучил сегодня во время награждения работников СМИ по случаю Дня информации и печати. Молодец какой. Вот поорать хочется громко и сильно. Может, это я обиделась, что меня не поздравили? Да нет, вроде пока не обиделась. Праздник-то только послезавтра, дам ему еще возможность. Короче говоря, Шакеев яро убежден, что сменить гимн хотели многие, просто не решались озвучить. Интересно, а кто ему такую мысль подсказал? Уж не Эдичка ли Байсалов? Это мы все, кыргызстанцы, давно это чувствуем, давно хотим это сказать. Многие это хотят сказать, но для них эта песня как бы, что-то такое. Я и предложил. На следующей неделе в Джугурку-Кенеше проведем специальное заседание. Объявим открытый прозрачный конкурс. В гимне не хватает таких слов, как «Я за Кыргызстан», «За кыргызский народ», «Страна пусть развивается». Не хватает использования местоимений первого лица. Даст Бог, гимн изменим. Это буду решать не я, а кыргызский народ. Творческая интеллигенция Кыргызской республики. Ну спасибо, что сразу обозначили этот узкий круг людей, которых спросить обещают. А то, когда сказали «народ», я невольно подумала, что весь. Уже запереживала, что погода испортится, кости ныть будут. Но нет, все стандартно по-осеннему. Вести льет дождь. Шакеев также призвал не делать трагедии из инициативы изменения государственного символа. Ну а раз призвал, значит не будем. Мы люди простые. Как сказал, так и сделаем. Напомню, к тому же самому призывал и пресс-сек президента Аскат Алагозов, который заявил, что нет причин будоражить общественность из-за возможного изменения государственного гимна. Он подчеркнул, что мнение Шакеева всего лишь мнение, но на поверку вышло как-то так. Так нам уже можно начинать будоражиться или пока рановато? Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо выпить. Ромашковый чай, залечи мои душевные раны. Все хорошо, но будет еще лучше. Все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Ну ладно, что-то мы сильно взяли в сторону гимна. Опять просто подгорает. Прошу понять и простить. Ну, как и другие прочие. Шакеев-то с журналистами мероприятие провел. Ну вот с этими самыми независимыми с доп. Приставкой «не». И рассказал, что, мол, все жалуются на отсутствие свободы слова. А она есть, вы просто не замечали. И СМИ у нас очень хорошо живут. Просто сами по себе вечно недовольные ходят чем-то. Говорят, что усилилось давление на свободу слова, на журналистов, но я с этим не согласен. Как-то мы были в Великобритании, были в парламенте страны, зашли в зал заседаний. Там снять на телефон интервью депутатов невозможно. Это очень сложно. А у нас как? Вот заходите вы сюда и говорите: «Эй, Джанар, расскажи про это, про то, Исхак Аке, скажи про это». Всех депутатов можете хоть по имени называть. Попробуйте так в Британии, не выйдет. Вот видите, в европейской парламентской стране, в которой как будто бы свобода слова славится на весь мир, в парламенте невозможно взять интервью. Поэтому мы должны ценить то, что сейчас есть у нас. А когда привлекли тех, кто возмущался, все сразу на ГКНБ начали кричать, мол, это давление. Мы должны понимать, что это не давление, а законность. Мы стали очень свободными, даже слишком. Говорим, что хотим, пишем, что хотим. Доказательная база на уровне, как говорится, просто блеск. Напомню, в середине прошлого месяца прошел суд над 11 журналистами, которых от полугода до 9 месяцев продержали в СИЗО. 7 отпустили за отсутствием состава преступления, что означает одно – у людей просто так ни с какой стати отобрали по полгода жизни на ровном месте. Еще 4 осудили, тоже за просто так. Ну как вам она, эта самая законность? Как вам такая свобода слова? Клевая? На той же церемонии награждения работников СМИ по случаю Дня информации и печати один из неарестованных журналистов попросил проявить милосердие к арестованным журналистам. Шакеев ответил, что так-то все ошибаются, конечно, и он попросит, но это должно быть уроком для всех остальных. Буюрса, возможно, решим вопрос в рамках закона, сказал спикер Шакеев об освобождении арестованных журналистов.
Буюрса в рамках закона? А разве в этих самых рамках не все должно по дефолту именно так решаться, нет? Когда президент Садыр Джапаров открывал Ынтымак Ордо, он сказал, это не просто административное здание, а символ решимости, дружбы и стремления к развитию. Глава государства сказал, что противоборствующие стороны должны объединиться под одной идеей и работать над развитием государства. Я с ним согласен, но мы должны знать, что такое ответственность. Мы не должны осквернять честь кого-то, в особенности государства. Все должны понимать, что это неправильно. А тем временем аккаунты журналистов некие силы продолжают ломать. Главный редактор онлайн-издания «Политклиника» Дильбар Алимова заявила о массовых попытках неизвестных взломать аккаунты ее сотрудников. Ранее она сообщала, что неизвестные под видом сотрудников ГКНБ пытались собрать информацию о журналистах издания. Приходили к близким родственникам, соседям и даже в школу. Мы очень обеспокоены этими вещами. Журналисты не враги власти. Мы просто предоставляем информацию обществу. Под попытку взлома попал и аккаунт журналиста Актилека Капарова, которого на минуточку осудили на 3 года пробации. Друзья, сообщаю, что Telegram пытаются взломать. Аккаунты журналистов и редакторов «Апреля» тоже подвергаются попыткам взломов. Пока желающих покопаться в чужих личных переписках мы удовлетворить не в силах. Увы и ах, аккаунты под защитой. Но от себя еще раз напомню вам о необходимости использования двухфакторной аутентификации для защиты ваших персональных данных в соцсетях и мессенджерах. Хотя и это может быть не гарантией, к сожалению. Давайте я больше не буду про эту вашу свободу слова говорить, которая как бы есть, но как бы и нет. Не будем праздник госсми портить, у них же она есть. Пусть отдохнут, тем более, что позитивные новости имеются, и мы их сами рассказать в состоянии. Без позитива нынче никак. Сотрудникам МЧС, трудящимся в период чрезвычайных ситуаций, наконец начнут давать деньги на еду. Буквально. Такие компенсации за опасную работу выплачивать будут. В общем, Кабмин подписал постановление по стимулированию сотрудников МЧС в период проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, связанных с риском для жизни. Еще раз подчеркну, с риском для жизни. Постановлением установлена ежемесячная компенсация на питание в размере 9-кратного расчетного показателя техническому и младшему обслуживающему персоналу, вольнонаемному и гражданскому персоналу и работникам, не относящимся к категории государственных служащих Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. 9-кратный размер – это, если что, 900 сомов в месяц за опасную, сопряженную с риском для жизни работу. Ну, чем не позитив? Еще радостные вести. В Кыргызстане активно ведутся сборы сахарной свеклы. В этом году ожидается рекордный урожай в 900 тысяч тонн. Такое количество позволит полностью покрыть потребность населения в сахаре. В эту пятницу журналистов вывезли, нет, не в лес, а на завод КНДК, чтобы показать, как вся эта красота из корнеплода превращается в песок сахарный. Мой коллега Валерий Жернаков продолжит. Еще раз, Ваки, еще раз. Очереди на свеклоприемных пунктах в этом году дело привычное. Порой водители сутками вынуждены ждать, дабы разгрузить сахарную свеклу. Один из них – Асылбек Шарипов. Перевозкой свеклы он занимается давно. По его словам, такого урожая он еще не видел. Вот 7 лет, я 7 лет вожу в этом районе, но такого не было еще никогда. Мы возили хорошо, в этом году много. Ну вот сутки 2, 1 рейс делаем. Свеклоприемный пункт в Беловодске с начала сентября принял около 100 тысяч тонн сахарной свеклы. Почти 45 из них уже отправлены на переработку. Процесс разгрузки занимает примерно 20 минут. За это время водителям необходимо оформиться и взвесить свеклу. После этого все привезенное можно выгружать. В день процедуру проходят примерно 160 машин. Каждый выезжает, домой едут. Утром приезжают, заезжают, выгружают машины. Просто в этом году масса хорошая, урожай хороший у людей. Из-за большого объема мы просто фактически иногда не можем принять последнюю машину. Вот. А так в день я, допустим, принимаю 3,5-3 тысячи. Самое мало 3 тысячи я принимаю. Прием сахарной свеклы будет проводиться до 1 декабря. За 1,5 месяца фермеры уже сдали более 65% урожая.
После разгрузки свекла отправляется в лабораторию. Там корнеплоды очищают и определяют уровень сахаристости. Здесь мы определяем у свеклозатчика общая загрязненность свеклы и сахаристость, или дигестия называется это свеклы. В общем, говорю, как изначально, говорю, поступает свеклозатчик, привозит свеклу на Кайнинский сахарный завод, заезжает. Сперва у нас есть бракплощадка, там смотрят браковщики качество свеклы. И там они сортируют по кагатам. У нас есть длительное, срочное хранение. После этого свекла поступает на весовую. Там взвешивается свекла. После взвешивания отправляется в сырьевую лабораторию. На завод свекла попадает через гидротранспортные каналы. В них набирается транспортно-моющая вода, и она доставляет плоды на предприятие. Там свеклу тщательно промывают, затем ее измельчают и подвергают диффузии. Сироп тщательно очищают. Для того, чтобы увеличить концентрацию сахарозы, проводятся процедуры выпаривания. После чего в центрифуге происходит отделение кристаллов сахара от сиропа. Кристаллы сушат и получают готовый сахар. Предприятие КНДК поставляет сахар только на территории Кыргызстана. Экспорт за рубеж не осуществляется. Все семена фермеры закупают за границей. В Кыргызстане их попросту не производят. Сахарную свеклу завод приобретает по закупочной цене в 5,5 сомов за килограмм. Представители завода отмечают, что этот год станет рекордным в сахарной отрасли республики. Мы начали принимать сахарную свеклу с 13 сентября. На сегодняшний день мы приняли уже 361 тысячу тонн, планируем принять где-то 450 тысяч тонн. Выработать мы планируем 71 тысячу тонн. По сравнению с прошлым годом объемы сахарной свеклы увеличились. Площади были, что посеяли в том году на 15 тысяч гектаров, что в этом году на 15 тысяч гектаров. Но сам урожай по республике, если в том году был 600 тысяч тонн, в этом году ожидается по республике 900 тысяч тонн. Наш завод сегодня, в сутки перерабатывает 3 800 тысячи тонн корнеплода сахарной свеклы и, при этом получаем порядка 400-500 тонн сахарного песка. Рекордный урожай в 900 тысяч тонн сахарной свеклы позволит полностью удовлетворить потребность населения республики. В год кыргызстанцам необходимо примерно 120 тысяч тонн сахара. Вот такой сегодня славный день и такие не новости. За новостями переходите в наш телеграм-канал Апрель ТВ и социальные сети Facebook и Instagram. Всех обняла. Пока-пока. Берегите себя.